Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня мы с вами будем готовить очень вкусное национальное татарское блюдо баурсак. Для этого нам понадобится 5 яиц. Они у меня были замороженные, они где-то недельки 2, наверное, лежали в морозилке. Вот вчера вечером я их вытащила, оставила просто в холодильнике, чтобы они оттаяли. Они почти оттаяли, только желтки немножко жестковатые. К ним добавляем, к 5 яйцам, добавляем еще 2 желтка. Добавляем щепотку соли. Добавляем столовую ложку растительного масла. Добавляем чайную соду, вот где-то на кончике ложки, только вот 1/4 часть, наверное, чайной ложки соды добавляем, погашенной уксусом. Сейчас будем взбивать яйца. Сегодня будем пользоваться планетарным миксером. Взбивать нужно где-то 5-7 минут. Яйца я взбила, вот такая масса получилась. Насадку поменяла. Сейчас будем месить тесто, постепенно добавлять муку. Всю муку сразу не надо. Муку добавляем постепенно. Тесто я замесила. Вот такое очень мягкое тесто получилось. Сейчас уберем ее отдыхать где-то минут на 15. Пусть пока отдыхает. Накроем пленкой. Наше тесто отдохнуло. Сейчас разделим его на 6 равных частей. Сейчас будем делать жгутики. Вот такие жгутики я раскатала, 6 штук у меня получилось. Сейчас будем их нарезать. Размер примерно как спичный коробок. Сейчас будем жарить наши баурсаки. Для этого я беру специальный таз. Туда налила 1 литр подсолнечного масла. Газ включаю. И наливаем 50 мл холодной воды. Масло должно быть теплым, когда будем опускать баурсаки. Ни в коем случае нельзя опускать горячее масло, иначе баурсаки не будут такие, какие они должны быть. Они совсем теряют свой вид. Сейчас в теплое масло будем опускать наши баурсаки.
Так их берем немножко, крутим пока, чтобы они стали круглыми. И опускаем в теплое масло. Ни в коем случае нельзя в горячее, иначе они будут как цветочки. Я все баурсаки опустила в масло. Сейчас потихоньку прибавляем огонь. И будем ждать, когда наши баурсаки начнут увеличиваться в объеме. Так нужно немножко потрясти тазиком, чтобы они не приклеились к дну. Будем ждать. Смотрите, как они увеличились в объеме. Их надо постоянно помешивать, чтобы они не подгорели. Огонь у меня средний. И вот так жарим это до готовности, пока они у нас не зарумянятся. Смотрите, какие румяные они стали. Сейчас для того, чтобы узнать, они у нас готовы или нет, берем один баурсак, вытаскиваем, смотрим его. И смотрим. Если он не осядет, значит наши баурсаки готовы. И можно их вытаскивать. Вот. Он нормально, форму нормально держит, значит можно вытаскивать. Газ убавляем и будем вытаскивать наши баурсаки. Я пожарила только одну половинку еще. А мне еще надо будет еще одну нарезать и пожарить. Для этого масло надо будет остудить, чтобы оно было у нас теплое-теплое, только как в начале было. И после этого будем жарить вторую половинку. Баурсаки я пожарила. Вот такие вот получились. Сейчас будем готовить сироп для баурсаков. Для этого берем стакан воды. Можно теплый, можно холодный, без разницы. Ой, полстакана воды и 1 стакан сахара. И будем варить сироп. Сироп наш кипит. Проварим его где-нибудь минут 5-7. Наши баурсаки опускаем в кипящий сироп. И хорошенечко размешиваем. И на маленьком огне проварим их минут 10. Вот такие сахарные они становятся. Сироп уже весь впитался. Вот такой сахарный баурсак у нас получается. Его можно вот так постряхивать. Наш сахарный баурсак готов. Смотрите, какой он красивый получился. А какой он вкусный, это просто невозможно словами описать. Это очень-очень вкусно. Попробуйте вы тоже приготовить. Порадуйте свою семью. И у вас все получится. Смотрите, какие они мягенькие, вкусненькие. Очень-очень вкусные. Попробуйте приготовить. Я думаю, что вам понравится. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки, писать комментарии. До свидания. Большое всем спасибо.